Желающих проверить уровень сахара в крови оказалось немало. Некоторые из тех, кто решил воспользоваться акцией и на всякий случай сдать анализ, сразу приобрели статус пациентов и были госпитализированы в срочном порядке. Что и произошло с этой пожилой женщиной. Серьезные осложнения не заставили бы себя долго ждать, рассказывает врач-эндокринолог Юлиана Кубрава. При исследовании забора крови обнаружилось, что у нее глюкоза крови 28. Она подошла к эндокринологу и выяснилось, что данная пациентка болеет сахарным диабетом в течение 10 лет. И при этом она сама по себе, по собственной воле отменила себе сахароснижающую терапию, перестала соблюдать диету и при этом не исследовала глюкозу крови. Получается, что осознанно человек себя подвергает опасности. К сожалению, подобные случаи далеко не редкость, ведь очень часто люди не придают значения определенным симптомам, которые служат поводом пройти тест на глюкометре. Военнослужащий Андрей Драгомир поступил в больницу в тяжелом состоянии. Уровень глюкозы в его крови поднялся до критической отметки. Пациент находился на грани потери сознания, когда медики госпитализировали его. Состояние Андрея теперь зависит от его нового образа жизни. Приехал, стало плохо и уже привезли сюда, оказали помощь. Теперь как вы намерены изменить свой образ жизни? Диета, придерживаться диеты, следить за сахаром, деваться дальше некуда. Заболеваемость сахарным диабетом с каждым годом увеличивается в мире. За 2018 год в Абхазии данное заболевание диагностировано у 3710 человек, что на 13% превышает статистику 2017 года. Наша больница принимает тяжелых больных именно с этим заболеванием, в кетоацидозе, в комах. И зачастую мы сталкиваемся с очень тяжелыми последствиями данного заболевания. Если бы пациенты, наши жители Абхазии понимали, что нужно чаще обращаться к доктору, чаще проверять глюкозу крови, то до таких осложнений бы не дошло. Сахарный диабет не приговор, говорят медики. Важно вовремя начать лечение. Подобные акции – это возможность обнаружить заболевание и предупредить его развитие. Пациенты с сахарным диабетом должны понимать, что это заболевание, оно не так страшно, если за ним правильно следить, правильно питаться, относиться ответственно к модификации образа жизни. И в основном 85% положительной динамики в данном заболевании зависит от пациента. Почему? Потому что на первом месте во всех странах мира стоит диетотерапия. Если пациент будет следить за своим рационом питания, за физическими нагрузками, больше двигаться, грубо говоря, и выполнять рекомендации доктора, то такие грозные осложнения, как слепота, как нефропатия, как гангрена нижних конечностей, будут его не беспокоить. Ко дню борьбы с диабетом руководство лаборатории номер 1 при республиканской больнице решило внести свою лепту в благотворительную акцию. Список анализов, которые люди могли сдать в эти дни бесплатно, был расширен. Мы предоставили возможность амбулаторным пациентам сдавать ряд анализов бесплатно. К таким анализам относятся инсулин, гормоны щитовидной железы, торч-инфекции и ПСА. Наибольшим спросом, как оказалось, пользуются инсулин и гормоны щитовидной железы. Через наш кабинет прошло около 150 пациентов. Мы рады, что нам удалось принять участие в такого рода мероприятии. Надеемся на понимание людей, которых мы все-таки не успели принять за 2 этих дня. И хотим поблагодарить отдельно руководство больницы, что доверили нам провести данное мероприятие. Начиная с 2013 года в республике работает программа по обеспечению инсулином пациентов, страдающих сахарным диабетом. Что касается остальных медикаментов, необходимых в лечении данного недуга, то больные приобретают их на собственные средства. Амелия Бисмарк, Томас Чаковани, Абхазское телевидение.